Вот так, мешок за мешком, эта площадка на улице Картоева превращается в свалку. Трафарет с предупреждением не кидать здесь мусор нарушителей не останавливает. Кто-то, не стесняясь, выкидывает пакеты средь бела дня, ну а другие, видимо, не желая платить внушительные штрафы, оставляют их ночью. Весь этот мусорный хаос периодически лицезреет и Ахмед Погоров. Мужчина живет здесь поблизости и не понимает, чем руководствуются те, кто портит экологическую и эстетическую картину улицы. معسكر غوا وسكر بوش وسكر حمد ده حر إيرن دعودش حر سرح чуваш كمازم لحت نوش. Вот же камеры поставили здесь, вот баннер здесь администрация вот поставила. Все равно люди, я вижу, им безразлично. Ставят этот мусор, халатно относятся к в свою же республику, они загрязняют, я считаю. Убирать отходы приходится сотрудникам коммунальных служб, несмотря на то, что это не их работа, отмечает мэр города Урусхан Евлоев. Картоева – одна из центральных улиц в Назране. В этом году здесь даже провели ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Разбитая улица сменилась новым дорожным полотном. Скоро тут наладит и освещение, но мусор портит всю картину. Причем оставляет его, по словам мэра города, не только на этой улице. Я очень прошу, обращаясь к нашим жителям, не бросайте мусор в неположенных местах. Такая же плохая ситуация у нас, может не такая плачевная. Это и на улице Победы, и по улице Шаймиева. Заключайте договор, вывоз мусора будет обеспечен. Это абсолютно недорогая процедура, но у нас и город, и совесть будет гораздо чище. Чтобы поубавить число желающих выкидывать отходы на одной из центральных улиц Назрани, мэрия приняла меры. Одна из них – установка камер видеонаблюдения и выставление любителей мусорить в соцсетях. Более того, сотрудниками назранской администрации проводятся и регулярные рейды как в дневное, так и в ночное время суток. Мы начали проводить рейды и публиковать это в социальных сетях. Мы это будем продолжать до последнего, чтобы люди увидели, кто приезжает, на каких машинах, куда они этот мусор ставят. Я всем говорю, и ночью, и днем мы эти рейды будем устраивать. Кроме общественного порицания в сети, нарушители ждут штрафы. Так, с января вступили изменения в Кодекс административных правонарушений. Штраф за выброс отходов на обочину от 5 до 200 тысяч рублей. Если водитель выбросит мусор из автомобиля, сумма штрафа составит для физлиц 30 тысяч рублей, для должностных 60 тысяч, ну а для юрлиц 100 тысяч рублей. Мы эти данные будем отдавать надзорным органам, также и ГУВД. Каждая машина, каждый нарушитель будет отштрафован. Десятки штрафов, уже протоколы составлены, они отправлены в надзирающие органы, в том числе и в ГУВД, и в ГАИ, чтобы выявили хозяев этих машин, которые сюда привозят мусор, и они обязательно будут оштрафованы. Эти меры приносят свои результаты. Если раньше мусора ежедневно набиралось на целый КАМАЗ, то сейчас его в разы меньше, отмечает Ваха Тимурзиев. Надо просто сознательно пойти в ЖКХ, заключить договор с компанией, с любой компанией. У нас много компаний. Мы, работники ЖКХ, могут с нами заключить, с чистым миром, чистый город. Здесь много компаний. Не причинять вред окружающей среде, а именно не бросать мусор, призывает ислам. О том, что чистота – половина веры, напоминают и вот такие таблички на назрановских улицах. Но вдумываются ли нарушители в смысл этих слов? Большой вопрос. ملناها نقول يا نيح يقرحم توغدا سهار سجى تجيه واحد شنو تهوا شنو حق دع حتى قدر هار سجى خلق يتر دعاء سهار خلق يتر جوب توليسا تدعى بوصل سجى حق دتسن خلر أزنوه قصتيش أتسقسر مشينشر أرتسقسر أوتيتيش أتسقوتر. Проводить профилактические рейды и ставить камеры видеонаблюдения в местах, где выбрасывают мусор, сотрудники мэрии продолжат и дальше. Пока экологическая ситуация в городе не улучшится, а нарушители не поймут, что эта площадка не свалка. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.